Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. В нашей студии новые гости, я сейчас их представлю, а говорить мы будем про то, как важно постигать науки. В нашей студии ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия Василий Павлов. Василий Климович, здравствуйте. Приветствую вас. И действительный член Малой академии наук Анастасия Филиппова. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Но не могу сразу не спросить, каково это быть академиком в столь юные годы? Ну вот я считаю, что это очень ответственно. Я рада, что меня избрали в такие академики. Причем вы уже не первый раз избираетесь действительным членом Малой академии наук, и это как-то тоже очень почетно и очень важно. Мы об этом поговорим чуть позже. Ну и, конечно, я хочу предоставить слово ректору Малой академии наук. У вас 25 лет в этом году. Да. Вы существуете. С какой целью существует ваша академия? Кому и зачем она нужна? Расскажите. Да. Наша академия была создана как физико-математический форум «Ленский край» в 1999 году по инициативе нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. И эта идея очень простая, да, так сказать, что есть одаренные дети, которые очень интересуются наукой, пытаются развиваться в направлении исследовательской деятельности, олимпиады. Мы их всех собираем и примерно как в Артеке с ними работаем. Это такие смены у нас постоянно проводятся, профильные, и они собираются, видят друг друга, от этого еще заряжаются новой энергией. Проводим курсы индоктринации, это очень важная тема, да, каким образом полюбить свою республику, как участвовать в ее развитии. Это те самые вещи, которые как раз определяют сущность деятельности нашей академии, и потом мы помогаем, создаем возможности для развития всех тех способностей, которые имеют наши члены нашей академии. На самом-то деле академия не ограничивается членами, там очень много ребят, примерно у нас по нашим направлениям деятельности работает примерно вовлечены в это дело 74 тысячи школьников, которые ежегодно участвуют в мероприятиях, коих у нас 250, значит, в год проводится, и, соответственно, значит, такая активная деятельность. Но хочу сказать, по академикам мы начали как раз нашу академию и отбирать академиков. Да? Кстати, отбор проводится по достижениям. То есть они участвуют в различных конкурсах, конференциях. Их участие там, если они победители, то получают соответствующие баллы. По баллам определяется их рейтинг, и по рейтингу они поступают к нам в академию как члены, полные члены академики и член-корреспонденты. То есть это 100 академиков и 100 член-корреспондентов. Мы проводим это уже с 2016 года. По решению постановления нашего правительства номер 5 от 15 января 2016 года определены гранты. Они получают ежемесячно денежные гранты, стипендию, по которой, значит, определяется еще и их активность. Да, так сказать. Фактически они ежегодно проводят очень много деятельности, рассказывают про науку, занимаются пропагандой науки, научного образа мышления и, соответственно, еще и отрабатывают, развивают свои научные достижения. Это справедливо, что по достижениям вот так вот отбираются, да, лучшие. А зависит ли стипендия от того, что есть лучший академик, и есть тот, который еще не совсем сумел стать лучшим? Ну, значит, 100 которые прошли высшим рейтингом, они академики, получают стипендию повышенную, да, так сказать, получается она больше, чем стипендия член-корреспондента. Хочется да? спросить, сколько, но этично ли это или нет, я не знаю. Вот оно должно меняться у нас, да, так сказать, но фактически это в пределах 3000-5000 тысяч, да, рублей, вот так вот получается. В месяц? В месяц, да. Ну, для подростка, да, это нормально. Это, в общем-то, хорошо вот так заработать какие-то карманные деньги. Это на самом-то деле очень важная тема, как раз принять во внимание, да, так сказать, те достижения, которые ребята сделали. Вот само название, да, так сказать, вот титул, скажем так, академика, член-корреспондента играет очень большую роль. В кафе можно 3 раза сходить на эти деньги, да? Но хочется как-то побольше. А насколько сложно? Вот академия даже получается как бы вместо школы, да, альтернатива школы, то есть лучшие это дети. Не альтернатива школы, это дополнение. Они продолжают учиться в школе? Да, они продолжают учиться в школе. Естественно, академики – это люди,
которые и член-корреспонденты, это ребята, которые исключительно сами активны, имеют повышенное силеполагание, да, миссию свою знают. И, соответственно, они еще и организаторы. И, соответственно, в своих школах они могут направлять процесс развития, то есть создавать группы интересов, да, создавать свои научные клубы. Вот к этому мы подводим, чтобы они стали звездами в своих школах, помогали другим детям раскрыться. И это очень важный процесс, который помогает вообще по всей республике, потому что у нас участвует 27 как раз районов наших, да, улусов и 117 образовательных учреждений. А насколько это популярно среди молодежи прийти в вашу академию, подать заявку и стать академиком? Ну, с каждым годом у нас число заявок увеличивается. Ну, естественно, мы начали с 340 и сейчас достигли до 490 в прошлом году было заявок. В этом году мы не знаем, но примерно такая и будет, значит, и пройдут такой. Точно не все, потому что есть определенный... Ну, да, определенный конкурс есть. И, соответственно, сюда же заявления дают ребята, которые активно участвуют уже в этом деле давно. Да? У нас есть ребята, правда, с 1 класса. Подают первоклассники по 11 класс. То есть у нас очень открытый отбор такой. То есть с 1 класса даже можно. Даже есть такие ребята с 1 класса. Вы такой счастливый, такой радостный, у вас такая улыбка красивая. На вас смотришь, и прямо вот настроение поднимается. Спасибо вам большое. Анастасия, как вы узнали про эту академию, как вы подали туда заявку, насколько для вас это было сложно или не сложно, и как изменилась ваша жизнь после того, как вы поступили в Малую академию наук? Впервые я подала заявку в 2022 году. В этом году я подала заявку в 3-й раз. Ничего себе, какая вы настойчивая. Значит, очень хотели там обучаться и уже, наверное, тогда слышали, да, про то, как проходит обучение в Малой академии, или у вас были оттуда знакомые? Почему вы так настойчиво решили добиваться? Мне показалось, что это интересно. Хотела попытать. А что именно интересно? Сам статус. Угу. А что он дает, вот этот статус, что он вам дает сегодня, и какие у вас надежды на то, что он вам даст в будущем? Этот статус дает мне уверенность. Единомышленников можно находить в одной сфере. И очень интересно. А чему вы научились, обучаясь в этой академии? Вы сколько уже времени обучаетесь? И что вы исследуете, обучаясь там? Ведь вы же там изучаете науку более углубленно, да? Да. Там моя тема по лингвистике – аспект коммуникации домашних животных и человека. Ой, как интересно. Да, очень интересная тема. Да. Да, вот это действительно в свое время был такой нобелевский лауреат Конрад, да, так сказать, это называется психозоолингвистика, даже такая есть отрасль науки. У многих есть животные дома домашние, но не все знают про такую науку наверняка, да, и точно не все знают какие-то вот нюансы и аспекты о том, как нужно. Может быть, вы что-то немножко расскажете, нас как-то просветите в этой теме? Мы изучаем лингвистику наших собак, Дружок и Блэк. Наши собаки знают более 200 слов. Есть в мире собаки, которые знают более 1000 слов, но для такого результата надо ежедневно заниматься. То есть, как говорится, можно... Не буду я цитировать это. Это очень важно. На самом деле, наши младшие друзья, да, так сказать, они и по жизни, да, помогают нам жить. Это же мы создали их, да, люди на самом-то деле воспитали и собак, и кошек. Это все наше, да, так сказать, то, что делает человека человеком на самом-то деле. Поэтому очень важно знать и саму биологию, природу всего этого, да, так сказать, и изучать их. Точно так же, как и людей. Но мы как-то склонны верить, что нас животные понимают и так, да, и что они нас чувствуют и понимают, и слышат нашу речь, да, и как-то реагируют на все. Наверное, так и есть. Да, у них есть интуиция, очень много чувств, действительно, это есть. Просто эта тема, да, она может еще более, что-то интересное, да, людям сообщить. У вас вообще какая цель того, что вы вот изучаете это? Вы что дальше хотите с этим что-то делать, с этим материалом? Я хочу расширить свою тему, более углубленно заниматься собаками. И потом как-то... потом как-нибудь реализовать. Вы хотите потом работать, да, в этой сфере? Возможно, да. Я пока определяюсь с профилем.
Ну, здорово. А какие вообще интересные проекты есть у учащихся вашей академии, вот на ваш взгляд? Как, очень много инженерных проектов, естественно, да, потому что то, что направленность практикоориентирована, очень важна, да, прикладная отрасль. И вот я хочу в этом плане, да, так сказать, как важна вот роль школы и сообщества, да, школьного в развитии. Ну, например, пример такой, да, это Дюрингенская школа ИТЛ-24, да, информационно-технологический лицей Евгения Александровича, значит, Варшавского имени. Это замечательная школа, которая воспитала большое количество очень интересных наших академиков, да, которые сделали патенты. Ну, Марина Бердянова – это такой костный транслятор речи, да, очень интересная тема, получившая патент. Да, Зеленский Даниил и Выкоп Вадим, они создали ЧПУ, это для ЧПУ, так называемых, для программируемых инструментов, да, так сказать, специальных приборов, программу для того, чтобы сделать красивые узоры, да, так сказать, это очень важная тема, она получила патент. Кроме того, они создали еще много программ, которые сейчас используются. Кроме этого, у нас есть Роман Скорик, тоже из этой школы, который создал с помощью искусственного интеллекта, значит, такую программу, которая куплена большими компаниями сейчас, да, так сказать, и очень много имеет подписчиков, да, так сказать. Она делает исключительно интересные такие рисунки, да, которые используются большими компаниями для брендирования. Это вот то, что ребята делают. А как в вашей академии проходит обучение? Как вы помогаете вашим ученикам? Да, наши ученики, они постоянно к нам приезжают. Особенно есть большое мероприятие, которое называется «Будущие интеллектуальные лидеры». А это будет сразу проходить скоро, совершенно в марте месяце. Как раз вот новоиспеченные академики прибудут туда и, значит, будут с друг другом общаться и с известными учеными. Мы всегда приглашаем людей из Академии наук, известных ученых, специалистов. И кроме этого мы помогаем находить научных руководителей для того, чтобы развивать их проекты. После этого наши академики поступают в очень известные университеты, наш федеральный университет, и начинают свою научную деятельность уже не с обычного, как говорится, пустого листа, да, а они уже имеют наработки. И это им в дальнейшем очень помогает. И известные университеты нам очень благодарны, что у нас всегда подготовлены ребята, которые сразу бросаются прямо в кучу науки. Тогда, получается, те люди, которые, те учащиеся, да, которые приходят обучаться в вашу малую академию, они получают, кроме статуса академик, кроме того, что они учатся коммуникациям и могут в своей школе, да, в своем классе как-то еще организовать какой-то свой коллектив, да, привлечь еще других детей, они еще получают возможность узнать больше, ну, во-первых, себя, что тебе интересно, да, и узнать больше о том, куда они смогут дальше поступить. Да, они уже знают это, да, потому что они же работают с коллективами, с большими научными исследовательскими центрами, поэтому у них уже проложена своя научная карьера будущая, они уже об этом знают. Да, они уже даже могут с преподавателями познакомиться, они уже знают, учеными. Да, учеными, известными и прочее, точно знают, куда и как поступить, они уже даже имеют приглашение. Денис Еремин получил приглашение, например, ИТМО, это знаменитый институт тонкой механики и оптики в Санкт-Петербурге, где он сейчас вообще звезда, он здесь тоже получил патент как раз из той же школы Неринга, информационно-технологический лицей номер 24, да, так сказать, там очень интересный свой коллектив сложился, да, которые проводят такую весьма удивительную работу. И кроме того, недавно, да, так сказать, у нас Артем Мартин, 10-классник из ФТЛ, физико-технический лицей, здесь, да, стал победителем очень известного престижного международного конкурса, да, как раз он делает сейчас полезную нагрузку для малого космического аппарата, который, возможно, в этом году полетит. Это первый такой якутский аппарат. Это вообще удивительно, да, что наши дети способны на такие великие вещи, да, которые могут в дальнейшем очень понадобиться и послужить для нашей республики. Ну и получить приглашение, да, от какого-то такого маститого института, это же вообще, да. Ну, уже как ты уже себя чувствуешь, насколько уверенно, да, верно, да, что ты этого добился, что тебя заметили, что такие люди, которые уже в этой теме чего-то добились, да. Они посмотрели на тебя как на равного, да, практически. Совершенно верно. Это очень, на самом деле, очень круто. То есть ребята еще насыщенная, интересная жизнь академиков, член-корреспондентов, они являются членами клуба, да, нашего, где все очень открыто, где люди обмениваются своими идеями, да, так сказать. Ну вот, например, у нас есть известные семьи, да, которые там семейно, династийно, да, уже сколько десятилетий, поколения дают ученых. Да, вот известная семья как раз Филипповы, это Василий Васильевич Филиппов, наш президент Академии наук, да, так сказать, покойный, вот замечательный
замечательный ученый, который как раз и внучатая, да, так сказать, получается, племянница. А вы почему так полюбили науку? Вот видно, что вы занимаетесь тем, что любите, потому что вы производите впечатление очень счастливого человека. Да, но работать с нашими юными дарованиями одно счастье, да, так сказать. И в Якутии очень много таких детей, потому что наша республика невероятно разнообразна. Тут живут суперталантливые люди, они приехали сюда строить, да, так сказать, счастливое будущее, ну и детей таких же создали, да, поэтому я считаю, что у нас очень много чего мы можем показать, да, так сказать, и по России, и в международном уровне. Анастасия, видите, как вы радуете своих руководителей, да, своих учителей, как они счастливы за вас, да, и вот как вами гордятся. А в вашей школе что сказали после того, как вы стали академиком, и как отнеслись к этому ваши одноклассники? Думаю, учителя гордятся. В рейтинге школ у нас есть доска почета, там выложены мои тезисы, мои научные статьи из журналов. То есть такая возможность о себе заявить, да, и как-то, может быть, раскрыться уже для тех людей, которые, в общем-то, тебя и хорошо уже знают, как им казалось, но на самом деле не так хорошо, да, как теперь смогли узнать. У нас остается не очень много времени, пару минут до конца эфира. Может быть, мы расскажем о том, как поступить в вашу академию, как подать туда правильно заявку, когда будет конкурс, для тех, кто сейчас нас смотрит и слушает и заинтересовался. Да, расскажите, как это проходит, да, так сказать, как вы сделали свою заявку? Ну вот, я подала свою заявку на основе своих побед. Я призер и победитель научно-практических конференций. Республиканская НПК «Шаг в будущее» и всероссийских Вернадского, Лобачевского и так далее. Да, «Открой себя ученого». Тоже, да. В Москве. Ну, у нас есть свой сайт, да, и на сайте есть ссылка. До 22 февраля это длится, она открыта. Ребята, если есть возможность, то подайте на последний вагон, да, как говорится. 22-го это уже вот-вот же. Вот-вот, да. То есть еще время есть до 22 числа зайти на сайт, который называется Ленский край. Вы просто пишете Ленский край, оно сразу выскочит, и вы там, значит, подаете заявку на... И человек, который подает заявку, у него должны быть все-таки какие-то научные труды, там уже, да, вы там все пишете и прочее, все там будет нормально. Там автоматически все засчитывается. Главное желание и главное начать и не сдаваться. Вот Анастасия 3-й раз, да, подала заявку, и наконец-то эта заявка получила одобрение. Поэтому если вы хотите, да, если вы хотите вот настолько глубоко заниматься наукой, есть место, где это можно сделать, и есть хорошая поддержка, да, и уже будет определено ваше будущее. И если сейчас родители или сами дети смотрят, то вот такой простой, в общем-то, алгоритм. Главное желание, настойчивость и ощущение того, что это тебе нужно, это вам нужно. Спасибо вам большое за то, что вы пришли сегодня в нашу студию. Спасибо Была большое. Очень рада с вами познакомиться и вас увидеть. Вы, правда, производите впечатление счастливых людей, потому что у вас есть то место, где вы получаете удовольствие от того, что вы делаете. Вообще замечательно. Слушателям и зрителям спасибо за внимание. Всем хорошего вечера.